Тему, значит, я уже прямо сформулировал, значит, тема такая. История возрождения языка иврит и какой урок из этого могут извлечь другие языки. Вот, примерно так это звучит. Значит, чуть больше 100 лет назад в еврейской среде, в местах, где жили евреи, повсеместно в Палестине висел лозунг. Лозунг звучал следующим образом: «Ехуди дабер иврит». В переводе на коми это будет так: «Коми щорнит комиан». Коми, говори по коми, еврей, говори на иврите. И это была такая вот навязчивая, настойчивая, наглядная агитация. Я не могу сказать, что именно она сыграла свою роль, но и она тоже была. Небольшая совершенно группа людей сумела убедить миллионы людей, и сегодня носители иврита, те, для кого этот язык родной, около 10 миллионов человек. То есть это фантастическая победа, которая вот осуществилась там за... Ну, на самом деле это произошло примерно за 40 лет, там, с 1880 по 1920. Вот, но вот к сегодняшнему дню значит, эта победа, так сказать, она полная и окончательная. И, так сказать, не вызывает никаких сомнений уже больше. Значит, сейчас нужно вернуться вообще к корням. Что такое, значит, мертвые языки, живые языки и откуда вообще все это берется. Мертвые языки, которые, тем не менее, продолжают быть известными людям, они вычисляют свою историю там, с первых человеческих цивилизаций. Первая цивилизация, как вы знаете, была шумерская, и шумерский язык был языком культуры там, 1000 лет и даже больше, после того, как уже не осталось шумеров, вообще никто даже не понимал, кто такие шумеры. Вот. Но язык продолжал как-то, так сказать, функционировать, он был языком древних текстов. И, в общем, так сказать, эти тексты сохранились до сих пор, хотя мы даже не можем их прочитать, можем, так сказать, не знаем, как это звучит, мы даже не знаем, к какой группе языковой это все относилось. Потом такая же судьба постигла очень многие языки, на самом деле. Мы знаем и латынь, и греческий, и санскрит. Это языки, которые, в общем, известны человечеству, но вместе с тем у них нет носителей. Значит, что такое мертвый язык? Мертвый язык — это тот язык, который не является родным не для одного человека. То есть его могут знать многие, но ни один ребенок не начинает лепетать там первые слова на этом языке. Ровно это было с ивритом. На иврите иврит знали многие, потому что обучение ивриту входило в привычную программу образования в еврейских семьях. И, значит, в общем, как раз, так сказать, менее образованные люди в еврейской среде, они обязательно обучались, значит, ивриту в детстве, там, в течение 3 лет ивриту и торе. То есть в этом смысле, так сказать, иврит всегда был каким-то образом в употреблении, но при этом родным языком он не был. На каком языке говорили евреи? Да. То есть можно сказать, что иврит в то время был как церковно-славянский, например, сейчас, то есть чисто религиозная сфера. Да, примерно так. Ну, чуть шире, сейчас я объясню, значит, где все-таки он использовался. Значит, на каких языках говорили евреи? У евреев было вообще очень много языков. Но самые главные языки, такие вот наиболее известные, это язык идиш. Идиш — это язык на основе немецкого языка с вкраплением ивритских слов и с еврейской письменностью. Вот, кстати, это тоже важная вещь, потому что письменность была в ходу, да, то есть с ней, так сказать, евреи не расстались, да, хотя бы через идиш. Второй распространенный еврейский язык — это язык ладино, это язык испанских евреев, многие из которых потом оказались в Османской империи и в Северной Африке. И это язык на основе древнеиспанского, опять же, с вкраплением ивритских слов. Значит, вот это как бы два таких совершенно самостоятельных языка еврейских. Но было еще много других языков, диалектов. Значит, есть еврейский язык на основе языка фарси, персидского. То есть это вот эта история, так сказать, те, кто знает Библию, это совсем давняя история, когда вот это вот вначале было вавилонское пленение, потом евреи оказались в персидском плену. Значит, и вот большая часть евреев вернулась потом в Израиль, но меньшая часть осталась в этой персидской державе.
передвинулось еще к северу, и вот люди, которые говорят на вот этом фарси, ну вот на этом еврейском языке, значит, родственном, на иранском еврейском диалекте, они живут в основном на Кавказе, в Средней Азии, бухарские евреи, значит, то есть это вот третий язык. Значит, довольно распространен был еврейский арабский диалект, то есть евреи, которые жили среди арабов, говорили на таком, на специальном диалекте арабского языка, там, еврейском. Значит, есть эфиопский диалект, то есть евреи, которые жили среди эфиопов, говорили на, значит, на там, языке там, кушитской группы. Как бы. Вот. Значит, ну, были славянские диалекты еврейские. Значит, предполагаю, что вот в Киевской Руси на самом деле, значит, было очень много евреев, которые были еще, значит, из хазарского каганата, и они говорили на каких-то славянских еврейских диалектах. Хотя, так сказать, ну, письменно непонятно, вот это не подтверждено, но вот какие-то отдельные вот по именам, по каким-то, так сказать, отдельным свидетельствам, похоже, что это тоже было так. Евреи, в общем, в России, так сказать, жили, в Древней Руси. Из какого каганата? Хазарского каганата. Хазарский, хазары. Значит, то есть евреи говорили на разных языках, и, значит, еврейское присутствие в Палестине, оно на самом деле практически на протяжении всей истории не прекращалось. Но, значит, периодически, значит, евреев оттуда изгоняли, их уничтожали, значит, они продолжали возвращаться. Вот, да, значит, вот я пропустил важную вещь. На самом деле, как евреи утратили свой язык? Значит, это тоже произошло и здесь есть вот моменты похожести того, что происходит, допустим, сейчас с исконным языком. Значит, это произошло не в результате изгнания. Значит, это произошло, значит, значительно раньше. Это произошло в результате имперской экспансии. Значит, на Ближнем Востоке возникла огромная ассирийская держава, которая принесла свой язык. Этот язык назывался арамейский. Это родственный, похожий язык семитской группы. Но, значит, он вытеснил, как разговорный, он вытеснил иврит. То есть ко временам Христа, допустим, так сказать, евреи не говорили на иврите. Вот, Христос говорил на арамейском. Вот, значит, значит, хотя иврит опять-таки, конечно, знали, и читали, и знали, так сказать, иврит сохранялся, но разговорный был арамейский. И арамейский, он вот, был таким еврейским языком, ну, вплоть до примерно, так сказать, 4 века нашей эры, после чего идет уже такое окончательное рассеяние в результате действия Римской империи. Там, ну, кто представляет себе историю, там были одно восстание за другим было в Иудее, значит, после каждого восстания были репрессии, евреев выселяли, значит. Но надо понимать, что, значит, вот, опять-таки, так сказать, как евреи распространились по этой Римской империи. Это не только процесс расселения. Еще до всех восстаний огромные еврейские общины были по всей империи. И там они говорили на разных языках. Значит, кто-то сохранял иврит, кто-то уже после ассирийского вот этого нашествия, значит, говорил на арамейском, кто-то переходил на местный, на ту же латынь, так сказать. Да, третьим распространенным языком среди евреев, среди культурной части евреев был греческий. Это вы можете, так сказать, опять же по библейским текстам проследить, так сказать, на каком языке говорил Павел. Понятно, так сказать, что его родной язык был греческий. Вот, то есть вот, значит, это более культурная часть, так сказать, там, греческий язык был языком, так сказать, такой интеллигенции. То есть евреи, значит, еще стояла Иудея, еще было, значит, там был царь Ирод и так далее, а уже евреи не говорили на иврите. Вот, то есть это, значит, процесс произошел, так сказать, еще до того, как Иудеи не стало. Значит, дальше, значит, ну, дальше рассеяние, дальше, значит, евреи живут повсюду буквально, так сказать, от Китая до Марокко и потом западнее, значит, когда уже после путешествия Колумба, то есть первый человек, который ступил на американскую землю, был еврей. Почему? Значит, по очень интересному заблуждению. Значит, или не заблуждению, это как вот с религиозной точки зрения сказать. Потому что, значит, если вы читаете Библию, то вы видите, что, значит, вот это знаменитое, значит, вавилонское, так сказать, столпотворение, да, что это такое, так сказать, да, это когда смешались языки. А на каком языке люди говорили до этого?
считается по Библии, из Библии, что это был иврит. И, значит, поэтому Колумб, когда он ехал открывать Индию, он взял переводчика. Какого переводчика он взял? Естественно, да, так сказать, потому что люди во всем мире должны знать иврит, да, праязык, первый язык. Вот. И они были, конечно, очень удивлены, когда они этого переводчика выпустили, так сказать, и он совершенно не понял, на каком языке, значит, говорят эти индейцы. Вот, значит, но это вот такое, ну, они же были, понятно, да, Колумб, это все это христиане, вот, значит, но вот эти самые, так сказать, переводчики тоже, конечно, христиане, это так называемые мароны, да, то есть это такие крещенные евреи, как бы, ну, вот, которые знали иврит. Значит, ну вот примерно, значит, такая картина, так сказать, предшествовала всему этому. Дальше мы, значит, переносимся там, примерно в 19 век, и что мы вообще видим в 19 веке? Мы видим процесс восстановления государств. Государств, которые вот как будто, так сказать, вернулись из истории. Вдруг появляется Эллада, Греция, так сказать, давно потерянная и так далее. Значит, в результате там русско-турецких войн там, и всех прочих восстанавливается Греция, восстанавливается в каком-то смысле. Ну, понятно, что греки говорили на греческом, да? Но понятно также, что язык, который не имеет своей государственности, он лишен очень многих функций. Да? И это мы сейчас прекрасно наблюдаем, так сказать, на примере Коми. Да? Значит, что нету функции судопроизводства, нету, значит, функции государственного управления, как бы, так сказать, там как бы вот не чились показать, что что-то есть, на самом деле ничего этого нет. Да? Вот. То же самое происходило с этими языками. Возрождается Болгария, возрождается Италия, в конце концов, которая была рассыпана на кусочки там, да, и, значит, состояла из разных диалектов, там, какой-то ломбардийский, сардинский, там, сицилийский и так далее. То есть уже как бы единого языка нету. Значит, и вот возникает политический центр, и, значит, начинает, и язык тоже, так сказать, начинается какие-то, так сказать, какое-то нормотворчество, начинает восстанавливать единый итальянский язык. Сейчас в Италии все-таки это один язык, хотя там есть какие-то диалекты. Вот. И сегодня, и в Греции сегодня, значит, говорят на эллинском языке, на греческом, значит, новогреческом. Вот. И в Болгарии говорят на болгарском. Да? Хотя, так сказать, все это тоже рассыпалось на разные диалекты. Значит, понятно, что это, вот вся эта картина, она влияет на иврит. И в это время появляется, значит, такая вещь, как политический сионизм. Значит, мы говорим о том, что вообще, так сказать, вот религиозный сионизм, да, он существовал всегда. Что такое религиозный сионизм? Это, значит, евреи считали, что, так сказать, ну, вот должно быть какое-то представительство евреев там на Святой Земле. Вот, значит, как вообще осуществлялся этот религиозный сионизм? Общины европейские скидывались, там, собирали деньги и отправляли каких-то евреев туда, значит, вот те жили, значит, их там содержали, потому что они там себя прокормить на самом деле не могли. Вот, то есть они, так сказать, там очень, ну, в общем, бедствовали на самом деле, там периодически их там угнетали, значит, мусульмане, периодически, так сказать, там более-менее условия были нормальные, но, в общем, тяжело им там жилось, так сказать, и они, в общем, главное, что они там себя содержали нормально. Политический сионизм исходил из того, что нужно восстановить, создать еврейское государство, где бы то ни было. То есть даже там не было, вот изначально не было, так сказать, четкого указания, что это должно быть в Палестине. Конечно, подразумевалось, что да, так сказать, многие, так сказать, там говорили, что только в Палестине, но в общем, так сказать, создатели политического сионизма были готовы рассматривать другие варианты. Вот. Создателем политического сионизма, современного политического сионизма считается, значит, австрийский журналист Теодор Герцль, на который очень сильно повлиял, во-первых, процесс Дрейфуса, такой антиеврейский процесс во Франции, когда французского офицера-еврея незаслуженно обвинили в измене, там долго, так сказать, там общество раскололось, там были дрейфусуары, антидрейфусуары, в конце концов доказали его невиновность. Ну, в общем, это была долгая история, его там успели там, значит, провести через гражданскую казнь, значит, знаете, как ломается шпага над головой, там, да, и, значит, сослали на чертов остров. Потом, значит, его оправдали, в общем, и потом оказалось, что это заговор внутри военной среды. Ну, в общем, это сильно повлияло на еврейских интеллектуалов, которые к тому времени в Европе уже чувствовали себя очень хорошо. Они были абсолютно эмансипированы, и там их никто не угнетал, ну, в развитых странах, имеется в виду, таких как Франция, Австро-Венгрия, Германия, там, Великобритания особенно, значит. То есть, и они уже забыли про все эти, так сказать, вот, все, что было раньше, так сказать, связано с угнетением. Значит, следующее событие, которое это повлияло, это был Кишиневский погром.
который, конечно, вызвал ну, просто бурю, так сказать, вот, среди образованного европейского еврейства, и, значит, поставил вопрос о том, что, значит, ну, все-таки что-то надо делать, потому что пока евреи живут вот, в странах, таких как Российская империя, где возможны такие вещи, значит, они всегда будут в опасности. Кишиневский погром. Кишиневский погром, да, 903 года. Значит, и после этого возникает, значит, вот этот вот сионистский конгресс, который начинает ставить вопрос о создании еврейского государства. Значит, Теодор Герцль начинает встречаться активно с лидерами, значит, с лидерами наций, с королями, с султаном турецким, с германским кайзером и так далее. И везде стоит вопрос, вот нужно создать еврейское государство. Ну, его выслушивали, так сказать, сочувственно, там султан говорил, ну, пожалуйста, пусть евреи приезжают, пусть живут в Палестине, так сказать, ну, какого государства, конечно, нет, но пусть приезжают. Вот. Нет, государства нет и не будет, конечно. Вот. Ну, в общем, в какой-то момент англичане более-менее серьезно задумались над этим вопросом и, значит, предложили вариант создания значит, еврейского государства в Восточной Африке. Это где-то вот в районе сегодняшней Кении, вот примерно там. Туда поехала делегация еврейская, и, значит, ну, они пришли к выводу, что там, ну, это место не годится для проживания, потому что, значит, ну, вообще белым вообще сложно выживать, так сказать, в африканских условиях, только может быть в Южной Африке, там есть место, где климат подходит. Значит, вот, то есть вот идет политический процесс. Параллельно, значит, идет некий языковой процесс. Значит, что в это время с языком? Значит, язык, как я говорил, это язык богослужения. И кроме этого, язык иврит все-таки используется как разговорный где? Он используется в том же, так сказать, вот в Палестине, в том же Иерусалиме, как язык межобщинного общения. Ну, представьте себе, евреи выходцы из арабских стран, из европейских стран, там, из Эфиопии, там, откуда угодно. На каком языке они могут говорить? Они могут говорить на иврите. Вот. И они говорят, естественно, общаются на иврите. То есть вот некое общение, коммуникация, так сказать, на иврите происходит все-таки. Значит, но это встречает сопротивление. Значит, надо сказать, что сопротивление не закончилось до сих пор, чтобы было понятно. Да? Религиозные круги до сих пор, значит, ну, есть вот очень узкие круги, так сказать, не все религиозные круги, конечно, есть ультрарелигиозные круги, которые до сих пор являются противниками того, что иврит является, значит, разговорным государственным языком Израиля. Они считают его языком богослужения, и говорить на нем нельзя. Они сами говорят на идиш, вот, значит, детей там учат на идиш, значит, в некоторых случаях используют даже арамейский, там, арамейский сохранился таким образом, значит, вот, значит, но только не иврит, а иврит только для молитвы. То есть это сопротивление, оно было сильным тогда очень, и оно, я говорю, вплоть до того, что оно не прекратилось до сих пор. Вот, то есть оно существует, так сказать, как в таком виде, оно существует, значит, до сих пор. Надо сказать, что сам Теодор Герцль тоже был, конечно, противником иврита. Он приводил примерно такой довод. Попробуйте хотя бы, ну, вот, купить железнодорожный билет, воспользовавшись ивритом. Вот придите в кассу, скажите кассиру на иврите, значит, что я хочу, значит, билет оттуда-оттуда. И посмотрите, куда вы будете после. Вот, значит, довод железный, на самом деле. Попробуйте сегодня купить железнодорожный билет на Коми. Да, значит, я думаю, что у вас будут возникнуть те же проблемы. Вот, значит, но, как мы видим, значит, Теодор Герцль потерпел поражение, так сказать, в этом. Вот, значит, потому что он не понимал вот, некоторых вещей, связанных, так сказать, с каким-то таким... Извините, пожалуйста, я забыла. С тем, что нужно было более широким словом. В чем была проблема? Почему, например, так сказать, не мог языком стать идиш, на котором говорилась все-таки большая часть евреев, и, значит, там, или ладина, или немецкий, который там был языком культуры. Значит, очень важно было то, что евреи воспринимали все вот эти языки как напоминание о том, о своем униженном положении во время жизни в изгнании. Нужно было сбросить с себя все это, вот это старое, и начать с чистого листа. Значит, иврит, на котором говорили древние евреи, это был язык евреев-воинов, евреев, имевших свое государство, евреев, так сказать, свободных евреев. Поэтому, так сказать, иврит имел вот такое вот
такое преимущество. Значит, кроме того, все эти языки, значит, ну, еврейские языки, если мы говорим, они не имели значительной части лексики. Они не имели ничего, как мы сейчас говорим, связанного с государственным управлением. Они не имели никакой лексики, значит, связанной с военным делом. Вот, значит, они совершенно, так сказать, были лишены, ну, вот всего этого. Значит, и это тоже считалось недостатком, потому что считалось, что это, ну, значит, потребуются новые люди, люди, которые смогут там работать, воевать и так далее. Значит, и иврит очень, и идиш плохо подходит для этого. Вот, значит, сейчас мы понимаем, когда идиш почти умер, мы понимаем, для чего вообще, так сказать, был идеально приспособленный идиш. Идиш, наверное, лучший вообще в истории человечества язык юмора. Потому что не случайно так много, так сказать, юмористов вышло из этой среды. Значит, это исключительно ироничный, очень такой язык с какими-то полутонами, с какими-то вот, значит, с какими-то такими вещами, так сказать, подходящими для юмора. Вот. Но юмор, это, конечно, хорошо, так сказать, но нельзя жить одним юмором, так сказать, имея свое государство. Вот. Жалко, что нету идиша, можно было бы его сохранить. Значит, но значит, тем не менее, нужно было что-то новое. Значит, и вот появляются, значит, энтузиасты, и среди них чаще всего, конечно, вспоминают человека, фамилия которого, значит, была Перельман, его звали, значит, Лейзер Ицхак Перельман, вот, но в историю он вошел под другим именем, значит, значит, в историю он вошел под именем Бен Егуда. Он родился в середине 19 века, родился в образованной среде, значит, должен был получить такое классическое еврейское образование, но родился где-то на территории Российской империи, ну, примерно это что-то на границе Белоруссии и Литвы, примерно. Сейчас это, наверное, скорее Белоруссия, вот, хотя тогда, наверное, считалась Литва. Значит, но как-то так получилось, что он, в общем, не стал учиться в Ешиве, а наоборот, значит, пошел в русскую гимназию. И, значит, получил это образование. В какой-то момент он загорелся идеей возрождения иврита. Значит, он не очень сам представлял, насколько это возможно. Значит, ну вот, решил посвятить свою жизнь этому. Он поехал во Францию, значит, учить медицину, потому что нужна была какая-то специальность, с которой можно было бы выжить в Палестине, понятно, потому что, ну, вот чем там, собственно, как бы, да? Но если у тебя есть, так сказать, медицина, то ты, значит, ты уже выживешь, там, ты уже себя прокормишь. Значит, и, значит, во Франции он заболел туберкулезом, поэтому он не успел доучиться. Значит, понятно было, что ему надо как можно скорее ехать в Палестину, там считался, ну, климат подходящий для того, чтобы туберкулез не развивался. Значит, и вот он едет в Палестину, женится, первая жена у него умирает, он потом женится по еврейской традиции на ее младшей сестре. Вот, и эта младшая сестра становится потом его, так сказать, подругой жизни, вот, такой помощницей во всех его делах. И дальше он, значит, уже в Палестине, он, в общем, так сказать, творит какие-то чудеса. То есть он такой человек-оркестр. То есть он издает газету, он делает словарь, он что только не делает. Да? Он, так сказать, вокруг себя собирает людей непрерывно. Значит, самое главное, что он делает жесточайший эксперимент над собственной семьей. Значит, и, значит, их сын должен говорить только на иврите, так сказать, первые слова, значит, и он не должен слышать вообще ничего, кроме иврита. Когда в квартиру приходили, значит, гости, его укладывали спать, если это не ивритоязычные гости. Вот, то есть ему нельзя было слышать другого языка. Ему не разрешали слышать пение птиц, потому что это считалось тоже языком, как бы, вот, каким-то другим языком. Вот, значит, то есть это абсолютно тоталитарными методами вколачивался этот иврит. Но это был первый человек современности, для которого иврит был родным языком. Однажды, так сказать, его мама получила страшно, так сказать, там, ну, я думаю, не физически, все-таки там это самое, значит, этот Бен Егуда поймал ее на том, что она ему спела колыбельную на русском. Это было просто, так сказать, небеса разверзлись. Вот, значит, значит, а надо сказать, кстати, что мальчик долго не начинал говорить. Вот, и они по этому поводу переживали, он там начал говорить 4 года. Вот, он был развитым, все нормально, но говорить не начинал. Значит. И вот после этого он заговорил. Он стал свидетелем этого грандиозного скандала, который устроил папа по поводу, значит. И вот он заговорил на иврите после этого, от ужаса, наверное. Вот, значит. Но надо сказать, что он потом, значит, действительно стал первым языковым человеком, говорившим на иврите, и действительно и стал отличным продолжателем дела своего отца, значит, продолжал эти словарь, значит, издавал, значит,
издавал газеты, журналы и так далее. Нельзя сказать, что значит, этот бедный Ягуда был один. Значит, в это время значит, на иврите начинают писать такие подвижники, как бы еврейские, значит, писатели, значит, известные имена Менделя Мойши Сфарима, известное значит, имя Нахмана Бялика,